но я приветствую. Кажется, чуть-чуть больше стало людей. Я рад. У меня два маленьких замечания, что ли, как литературного критика. Во-первых, есть две замечательные вещи, которые я сегодня услышал. У Юрия Андреевича образ невероятной силы, когда выходит наша армия из Афганистана и умирающего мало. Знаете, на самом деле, это символическая смерть нашей Родины. Афган именно и подкосил сцену. И тут Юрий Андреевич, может быть, не додумал, а может быть, подспудно понимал, насколько это сильно. Ну и вторая вещь, мне приятно, что Николай Щукин, которого я крайне уважаю, вступил в смелое соперничество с Данте. И не знаю, победил или нет, но я думаю, там, где Данте находится, ему не очень уютно. Наверное, зависть его разделит. Но это шутка. А теперь давайте о поэзии. Я, поскольку я сократил, у меня времени не хватит на все, начну из отрывка из романа «Всекак» Тараса Прасковья. Некоторые о нем знают. Удостоенного национальной премии, литературной премии «Честь и меч Отечества». На днях писатель, литературный критик, главный редактор журнала «Берега» Калининград, на сегодня считается лучший журнал в России, Лидия Давыденко, написала рецензию на этот роман. Рецензия вышла вне писателя, вне литературы. Это очень серьезный ресурс, в том числе электронный и письменный в Москве. Вышла рецензия параллельно на русской народной линии, где печатаются известные наши политики и религиозные деятели. Рецензия называется «Выбирая русскую соборность». Там есть такая цитата. В новейшей литературе появился истинно национальный роман в стихах, по своему духу выражающих самобытность и нравственную устойчивость. Рецензия ожидается и в других изданиях буквально на днях, тоже и печатных, и в электронных. Ну а теперь маленький фрагмент из романа. Наказ академика. Пишу роман не из-за денег и ухмыления хмырей. Идею бросил академик, редактор русских словарей, брат бабушки моей, дворянки, по блинской линии отца, что жизнь всю склеивает склянки от заповедного словца, затертого в руду веками и затаенного без льгот. Когда-то батьку башмаками дед одарил голодный год, засунув бойкую путевку под группу выкрашенный хоп, ушел родитель мой в глубоку на свой учительский парохода. Обычная тогда задача для гимнастических фигур у этимолога на даче. Пытаюсь строить каламбур, косит ученый на манеры, малопонятная мне блажь. Да не пошлет же на галеры, внучатый все-таки племяш, дает последние советы, член гор и, в общем-то, сухарь. Все хорошо, коль сразу мэтрий, твой стиль заканчивает пар, не деревенщина и олух, но ток пронизывает перс. Когда беру СЕ автограф, увековечивший сей текст, дед погружен в мои страницы в военной лиры письмена. Тебе придется покориться и дожидаться времена, пока, внучок, не посидеешь, Руси ни капли не поймешь. Газета лучше ежедневной, чтобы оперялась молодежь, черкнув район яснооконный, на вырост парочку замет. Там умный, добрый и пасконный народ живет 2000 лет, или 22, идут раскопки, и апология эпох выносит все подряд за скобки, что знал языческий бог. Езжай, приглядывайся, пробуй писать на собственный манер. Спорь по возможности с Европой,
и помни суть СССР, пройдешь там университеты, закончишь параллельно вуз, получишь женские обеты и дернешь истину за ус, ищи ее в певучей гуще и в хлопьях пены наверху, или под рюмку и закуску, когда вся жизнь как на духу. Будь по возможности с народом своим от крови до камля, вали все более с хороводом из хаты, а не из Кремля. Не жди удачливых мгновений, в наш век мгновенны лишь суды. Служенье муз твердил нам гений, мирской не терпит суеты. Я вижу тех, кто истязает, твой дар вознесшийся в зенит, а враг и не подозревает, что злом и будет знаменит. Я не выдумываю, внучек, задатки мне твои ясны, давно лежит в кармане ключик от поэтической весны. Спасибо. Наш язык.